эта песня колыбельная Алексея Бактаевича Чуркалова является вообще лейтмотивом всей моей жизни. Как помню себя, моя мама, сельская певунья, она пела эту песню, видимо, даже когда я еще была в колыбели. И когда мне было 5-6 лет, в садиковский период, мама водила нас в садик. Там еще ходили мои младшие сестренки и братик. Когда после обеда воспитатели уложили всех в колыбельки, там были такие с этими качающиеся колыбели, деревянные, большие. И воспитатели говорили мне: Вера, давай поем свою песню. Я забиралась на подоконник, обе ноги подсовывала в колыбельки и вот так качала. И пою. Пою, 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 вот. И все засыпали. Сколько там ребятишек было, наверное, человек 20. Пока я не спою, никто не спал. Вот эта песня так связала всю мою жизнь. Но подросла, когда мама также меня научила другим песням Алексея Бактаевича. Но я, правда, не знала там, кто композитор, кто поэт. Маленькая же была. Это Кожай Беле Торгалык, Жаворонок, Хамнарок, ну, еще другие песни. А мама, она выучивала все по радио. Там в деревне Урбин на столбе висело радио большое, единственное для всей деревни. И по радио передавали часто песни, и в том числе новые песни вот Алексея Бактаевича Чуркалова. Ну, конечно, я автора не знала. Там еще другая песня была того же периода. Orayı düzüp derde soldas çiçi bergin Oyanar gazın odan balay Epe yarın çadağına oyanap berey Ölçek ежin tağına bağlam. Это как бы продолжение той колыбельной песни. И я так любила эти песни, вот до сих пор они в моей памяти. И, конечно, это любовь к этим песням, особенно Чуркалову, привела моя мама. Ну вот, в 1969 году я поступила в Кыргызское училище искусств учиться на факультативное отделение. И я тогда вот впервые видела Алексея Бактаевича в училище искусств. Он ходил по коридору, такой приятный, степенный, очень спокойный, всегда улыбается, здоровается со всеми. Но я так не подходила, так смотрела. Это значит Алексей Бактаевич Чуркалов. Вот тогда я узнала. Ну там после окончания училища в 1975 году Роберт Николаевич
Лесников меня пригласил в ансамбль Саяна солисткой. Он, Алексей Богданович, тогда был художественным руководителем государственного ансамбля Саяна. Это значит, мы работали в старом здании, где вот ныне вокзал. Тогда я уже более-менее близко его узнала. Мы пели его песню «Женский ансамбль», «Тувинский край». Славят красоту швейцары поэты, говорят, в стране этой не земля, а рай. Только ни с какой Швейцарией на свете не сравню я свой чудесный край. Эта песня тоже не сходит со сцены, с нашего репертуара, репертуара ветеранов ансамбля Чичик Саяна. Это 69-го года, по сей день мы поем эту песню. Это самая любимая зрителями песня считается. Конечно, наш хор пел и другие произведения Алексея Богдановича. Мужской вокальный ансамбль пел много песен его, в основном парни. Для мужского голоса он писал красивые песни. Песни Мергена, например, ну там еще другие ансамбли. Потом я помню, мы пели песню также, не песня, а это кантата, 1944 год, на стихи Сулеймана Куташи. Кантату мы пели. Оттуда «Элегия матери», очень такая красивая мелодия. Первая солистка была заслуженная артистка Тувинской АССР Вера Норбу. Ну а потом эту элегию я пела. Потом это «Победа», оратория «Победа», элегия матери из оратории «Победа». Вот. Слова, кажется, Олега Зубыта. Вот оттуда элегия матери. Это камерный хор пел кантату, 1944 год. Мы эту кантату даже возили в Красноярск на региональный фестиваль. Мы там заняли призовое место. Потом даже нас приглашали во Францию. Этот камерный хор Козельского училища искусств под управлением Аллы Саратовкиной, Аллы Николаевны Саратовкиной. Вот все, которые я, значит, когда закончила творческую мастерскую в городе Ленинграде, композиторы приезжали туда, Алексей Богданович приезжал, Вячеслав Токролыч, Кенденбель, Тамбах Рыжов приезжали. И они, вот когда я там занималась подготовкой сольной программы в 2 отделениях, это была история этого мастерской, первый случай, подготовка сольной программы. До этого из регионов ансамбля приезжали солисты. Солистами работали только 2-3 песни сольные готовили. А мне предложили сразу заниматься в классическом плане. Нарисовали
перспективу, что в Туве можно вот открыть такой перифилармонии, что-то там и дальше развиваться, развивать классику. В таком плане они, в том числе Алексей Бахтаевич, поддержали меня. Молодец, занимайся в таком плане. Это, конечно, для меня было очень ответственно, потому что классика — это очень серьезная вещь. Тут без подготовки никак не обойтись. Ну, я сделала программу сольную, приехала в июле месяце как раз фестиваль был. Музыкальное лето в Туве. Приезжали тогда из Москвы. Владимир Казинин был председателем Союза композиторов России. Из Ростова-на-Дону Леонид Израилевич с женой приезжали. Из Хакасии Георгий Челбараков. Ну, много-много солистов. Это Надежда Сергеевна Красная приехала с мужем тогда, с Вадимом Федоровцевым. Мы ездили по районам. Ну, в районах там, когда в деревнях выступали, фортепиано же не было в деревнях. И на грузовую машину это фортепиано возили на грузовой машине, у нас, значит, на автобусе. Вот тогда были все, Ян Френкель, Людмила Лядова, все знаменитости композиторы приезжали. И всем этим руководил Алексей Бахтаевич. Фестиваль прошел на ура. Столько зрителей они там собрали. Все были очень в хорошем таком приподнятом настроении. И под эгидой этого фестиваля как раз и открыли музыкальный лекторий. Но солистка я одна. Мне не с кем было петь, ну, пианиста не было. Я пошла в Казанское училище искусств, там нашла Наталью Михайловну Раитину. Вот с ней познакомилась и начали работать в музыкальном лектории. Алексей Бахтаевич, Ростислав Токурович, Гендельбиль, они работали рядом в кабинете. Там был союз композиторов, и мы лектории вот рядышком. Они так заглядывали на наши репетиции, слушали. Но тут композиторы очень внимательно относились ко мне, видимо, слушали и мой голос, диапазон, все они изучили. Мы когда слушали рядышком, каждый день репетировали, но классику в основном там. Когда мы начали с Натальей Михайловной работать в музыкальном лектории с лекциями и концертами, я делала такие связки. Например, в русской музыкальной культуре Михаил Глинка, первооткрыватель. А в тувинской музыкальной культуре первый профессиональный композитор Алексей Бахтаевич. Вот две жаворонка. Жаворонок Глинки, жаворонок то есть Шаргалова.
Вот эти песни даже как бы перекликаются друг с другом. Тувинский жаворонок и вот русский жаворонок. И когда это, я думаю, под впечатлением музыки, песни жаворонка Глинки, вот создан был наш тувинский вот жаворонок. Это же любимая песня народа. Даже некоторые считали, что это народные песни. Но это, оказывается, сочинил наш гениальный композитор. Я считаю его титаном, гением. Я очень горжусь, что я именно родилась в Туве, именно вот знакома с такими людьми великими, как Чаргалов, Энденбиль. Эта музыка Чаргалова особенная, трогает зрителей, сердца зрителей не только Тувы, но и во всей России. Даже в Монголии я встречала его соратника. Это в середине Гоби. Мы тут тогда в 1984 году летали на самолете Ан-2. Ну, это Гоби. Маленькая деревушка там есть. После концерта ко мне подошел старый такой человек и начал говорить по-русски. Ну, он хорошо говорил. Я, говорит, учился в Ленинграде. Я знаком с Ирзаиолом Николаем и Алексея Бактаевича Чаргалова я знаю, вашего композитора. Привет, говорит, от меня передайте. И подарил мне свою песню, сборник на монгольском языке. Написал подпись, все. Я приехала, сказала ему, что вас там помнят, передали привет. Он так, ну, ему приятно, конечно, что его помнят. Старые друзья. Ну, все его музыкальные произведения, это симфонии, я очень люблю слушать. Но песенное творчество это особое у него. Я такой титан родился в Тувинской земле. И столетие его для меня вообще тоже считаю очень знаменательная дата. Мы часто ездили на конференции, на фестивали с ними, а когда руководил Союзом композиторов Тувы Алексей Бактаевич Чаргалов, в Новосибирске мы были, в Якутске выступали с песнями, в Красноярске. Там собирались все его соратники из Бурятии, Андреев, из Якутии Самсонов, Чебараков приезжал, Карахан Борис из Москвы тоже мне песни свои подарил. Я записи сделали на радио, там в фонде лежит. В 1984 году, когда вот декада 40-летия Тувы, на декаде там были человек 200 делегаций. Тогда после
Но концерт открывал симфонический оркестр. Я пела тогда Союза СССР. Большой симфонический оркестр Союза назывался. И я пела тогда «Соловей» Түрбе. И на завтра состоялся концерт в колонном зале композиторов Союза. Камерный концертик был. Тогда я пела песню Алексея Бактаевича Чарлалова «Хынық давам». И еще «Жаворонок». Потом в том же концерте исполнила песню «Без любви нет жизни», Тамбаку Решола, Ростислава Кенденбиля песню пела. Вот. Тогда ведущей была Ангелина Вовк. Я ей написала Вероника Чоду. Она объявляет, поет Вероника Чудо. И все там засмеялись. Видимо, так она запомнила. 2 О, но в конце. Всегда, когда мы ездили, он заботился, как голос, как там здоровье, как спали. После Ленинграда 88 или те годы, конец 80-х годов, как-то он пригласил меня в Союз композиторов. Я рядышком из класса вышла, пришла, он показал тетрадь. Там написано «Айлам Кошкаш», там мелодия такая. Он поиграл там на рояле. Я послушала. Мелодия такая сильно простая. Мне не понравилось. Он потом через это начал там исправлять, кое-что там подправлять. И снова поиграл. Я послушала. Он спрашивает, ну как, будешь петь такую песню? Я говорю, нет, Алексей Бактаевич, мне не нравится. Ну вот, через некоторое время он подошел, говорит, ну там сборник показал. Он там в сборнике вот это «Хынық давам». Ну, я этот сборник, тогда уже только вот новый сборник появился, видимо. Я как-то не обращала внимания на эту песню. Он поиграл, говорит, вот эту песню можешь выучить? Я говорю, поиграйте, послушаем. Играл, так, очень красивая, мелодичная. Там немножко в конце одна строка наконец, и вот так перевернутый был. Это припев, вокалист. И он вот так сделал. Вот это вот сюда, а вот это вот сюда. Ручкой. Вот в этом сборнике вот это у меня до сих пор есть. У меня в архиве много его рукописей. Когда перед Якутией мы с Ольгой Сапельцевой репетировали, я дала Ольге ноты рукописи.
от руки написанные песни. Там романс Танхая из музыкального спектакля Кулара Сапугова. Танхая. Вот романс был его рукой написан. Ну, еще другие песни. Ну, там у него почерк очень красивый, каллиграфический, черной тушью он пишет. Такая красивая у него, да, красивый почерк. Вот его рукописи попросила Ольга. Я перепишу, завтра тебе это принесу. А принесла от руки, ей самой написанные. А те рукописи она забрала и не отдала. Но у меня все равно остались его ноты. У меня в архиве есть. И Алексей Батайча вот, рукопись Кенденбиля, Куришова там. Вот такие исторические ноты у меня хранятся дома. Они оба мне все это сделали для оркестра симфонического. Все переписали, все. И осень, это они делали где-то в начале лета. Я подошла перед, лето уже началось, перед отпуском к Сереме Кыргызовне подошла. Вот, говорю, ноты, два мешка. Кошмар. Я сюда, это чтоб дома не испортить. Ну да. Оставляю вам на хранение. Костюмерный. Она там поставила на пол. Ну, там костюмы же висят. А это вот около батареи там поставили. Осенью приехала после этого забирать. А там батарея лопнула. И водой все залило. Потоп. Ужас. Все костюмы и все мои ноты погибли. Кошмар. И я прямо лет 10 плакала. Кошмар, это, конечно. Мне такой шок был вообще. Я хотела вообще как режиссер поставить ту оперу. Дипломный спектакль как бы. Могла поставить дипломный. Когда заканчивала. Также Кенденбиля ноты это вот они же в гараж поставили в этом в сундуке-то. А потом, а что в гараже-то там холод, жара. Когда вытащили там и принесли это все в колледж. Там смотреть ничего, там все испорчено внутри. Поэтому я про то, что там, если у вас в мешке лежат, они могут же испортиться. Ну, так они сложены. Может быть, будет на досуге, посмотрите. Хотя бы что-нибудь мы сфотографируем. Это очень большая память, мы будем обязательно. Кенденбиля вот эти некоторые ноты есть. Все юбилейные даты же мы делали с Натальей Михайловной. Вы там долго проработали, да? Передачи. Ну, вот 2006 года. А потом все. С 80-го, да, 2006 года. Долго вы продержались, молодцы. Да.